для себя, что надо мне купить новый телефон. В общем, какая-то проблемка там. За Уракты стрим, да, Характы. Неплохо у меня, кстати, разгонялся этот стрим. Сейчас я буду вам показывать кусочки из фильма. Кто не смотрел. Да, так что Уракты, стрим Характы. Фу-фу-фу-фу-фу. Бихулей живая. Тани. Просто я хотел показать видео отрезки. И потом расскажу, почему называется стрим «Бурятский проект». Ну, как бы сказать, на самом деле, это применимо к любому народу. Там Саха проект, допустим. Ну, каждый народ должен... Можно, конечно, общий каркас создать для всех, а каждый уже там будет по-своему. То есть то, что, ну, на мой взгляд, необходимо делать в будущем. Учитывая то, что слишком долго мы, получается, жили вне процесса самоидентификации. То есть у нас с самоидентичностью все очень плохо. Да, Уракты, стрим Характы. Так, куда он уехал-то? Сэмбэна Байр. Сэмбэна. Сейчас я вот мотаю. Сразу же. Так, Уракты. Так, ну вот, допустим, вот разгон идет, как в 90-х двигались. Вот смотрите, как убивает человек. Так, это в Ютубе тоже канал. Так, но здесь слишком шокирующий. А, это же... Вот, смотрите, послушайте. Главное, что, понимаешь, на некоторые... «Кредитное убийство» фильм называется. Говорится, на каждый сезон свой нож, да, например, вот зимой, да, в холодную зиму, с таким проблемно ходить, именно с такой формой ножа, потому что люди часто в дубленках ходят, в куртках, да, здесь площадь большая, и дубленку сложно будет проходить. И хорошо зимой ходить с аналогом английского боевого ножа, да, то есть это тонкий нож, такой лезвие заточенное, да, он как шило протыкает. Да, «Кредитное убийство». Дубленку проткнет, и все, да. Летом можно То есть он меньше из-за того, что он уже, то он да, опирается об одежду. Да, и он резче заходит, да, то есть вот. А летом вообще, вот, в принципе, с чем угодно ходить. То есть в майках все ходят, да, там пробьет любой нож пробьет. Да, действительно, шумевший фильм о русских нацистах. То есть, смотрите, человек под камеру спокойно рассказывает о том, как лучше убивать других людей. Я вам просто вот что хотел вот этим вот видео, которое, ну, меня просто не то чтобы шокировало. Ну, я по-другому начал смотреть на всю нашу ситуацию, которая сейчас складывается. И почему вообще вот это все в Буче происходит. То есть до этого я вот все-таки верил в версию Осечкина о том, что там специально подготовленные люди, вот эти капо, которых, ну, в тюрьмах используют эти ФСБшники те же самые, которые их готовят специально. Ну, то есть они сотрудничают, других зэков они ломают, короче, опускают там все такое. Ну, такие вот мучители, короче. Но сейчас, посмотрев вот это вот видео, посмотрев, насколько бывают такие вот реактивные люди, насколько у них получается, ну, это в его норме жизни, норме морали, просто убивать людей. Действительно, они верят в эту расовую, как бы, сегрегацию. И представляете, вот эти вот люди сейчас уже заматерелые, да, они, ну, по-любому
одни из организаторов вот этих вот всех русских общин, северных людей, о чем у них там в реальности идут разговоры с руководителями, да, вот этих вот республиканских, там, региональных как бы ячеек, да. Просто мне страшно на самом деле за вот эту вот будущую. Я понял, что если контора, если государство уже они применяют, ну, вот этих вот отморозков в наших республиках и даже в Казахстане, они отправляют ячейки вот этих вот ультранационалистов, которые, понимаете, вот я зачем маленько показал, потом понял, что да. Хотя это в Ютубе тоже. Если что, я заявку им отправлю, если там будут подавать. То есть сам фильм-то в Ютубе находится, там никаких жалоб на него нет. «Кредитное убийство», обязательно посмотрите его. Я про что говорю? Про то, что ну, вы сами должны понимать, как я на примере просто вот этого именно отрезка фильма хотел показать, какие люди, какое, нет, у них даже наоборот отсутствие полной морали, какой-то, не знаю, эмпатии. Ну, то есть там, какая эмпатия-то? У людей вообще нет никаких эмоций, чувств. Для них человека убить вообще ничего не стоит. И сейчас такие люди, получается, по всем нашим республикам сидят, затаились. Это страшно на самом деле. Готовы ли наши буряты, саха защищаться от вот таких вот отморозков? То есть, ну, я здесь тоже понял одну вещь. Не зря говорят, чтобы бороться с драконом, надо самому драконом стать. То есть, вот, ну, представляете, вот с такими отморозками, как по-другому-то? Если они на тебя будут с ножами нападать, с огнестрельным оружием, с топорами, там, не знаю, с молотками. Если эти люди, ну, готовы на все, на любые радикальные экстремистские действия, то есть на всякие теракты и так далее, как от них защищаться, когда их прикрывает государство? Поэтому, а еще учитывая то, насколько мы не собраны, насколько мы не едины, насколько мы разобщены, насколько у нас отсутствует понятие идентичности, насколько у нас отсутствует вообще понятие того, что нам такая угрожала и угрожает такая, как сказать-то, ну, опасность большая, да, вот эти вот. Тот же 1937 год, как люди легко вот это все забыли, 1937 год, как люди легко забыли вот эту революцию, да, когда бурятов, ну, по сути, выдавили из Бурятии, и то потом в 1937 году догнали и убили. И на самой территории Бурятии сколько убийств было. Вот представьте цифру в 20 тысяч человек, да, и то может быть на самом деле меньше, но насколько это огромная цифра, вы просто вот представьте себе площадь Советов, сколько там поместится, ну 10 тысяч, да, если ее полную забить. Вот таких две площади Советов, бурятов, мужиков в основном, всех убили просто для того, чтобы, ну как сказать, запугать народ, уменьшить количество и так далее. И сейчас вот такая вот кровавая жатва у них заново готовится. И насколько люди беспечные, насколько люди вообще живут в каких-то фантазиях, в какой-то вере еще там в русский мир и так далее. Еще идут воевать за него. Ну, это, конечно, понимая, ну, зная историю, понимая, к чему все это идет, на самом деле, ну, честно говоря, даже думать порой неохота. Ну, как сказать, а как это можно предотвратить? Вот так вот, что делать? Вот люди некоторые самосожжение там делают, да, ну насколько это вот действенная там вещь, еще что-то, да. Ну, остается один вариант, это очень медленная, получается, попытка людей все-таки открыть глаза на все на это и работать, как сказать, над самоидентичностью. Действительно, конечно, нужны вот эти все языковые вещи, культурные и так далее. Хочешь, не хочешь. Ну и это, видимо, работа все-таки в долгую, на самом деле.
Ну что делать? Я просто вот с украинской журналисткой общался. Ну, она говорит, что да, это все тяжело, очень тяжело. У них там кладбище каждый раз, ну, когда приходит к близким и так далее. Ну, убивают же их тоже там на войне сколько. Оно все растет и растет. И... Ну и очень тяжело им сейчас. Но у них просто некуда им отступать. Если они сдадутся, ну все, капец, их просто всех там будут убивать, геноцидить. Им, у них только один путь, им надо вот бороться, воевать, понимаете. И у нас на самом деле вот такая же история. Никуда не денешься, что-то надо делать, несмотря вот ни на что. Ну, пока вот наши народы, получается, к сожалению, сидят и ждут как бы своей незавидной участи. Но, ну, по-другому я это назвать никак не могу. Если, смотрите, вот такие вот люди, вообще власть, если сделала ставку вот на таких людей, которые сидят спокойно перед камерой, могут обсуждать, какой нож нужен в какое время года для того, чтобы убивать этих людей, и это уже в наших республиках, и даже в Казахстане, и я боюсь, что и в Монголии есть, то чего нам вообще ожидать? Что, каких-то чудес или не знаю? То есть, знаете, это вот, как мне напоминает эта история. Ну вот люди, допустим, сидят в концлагере, да, их выводят, ведут в газовую камеру. Но они, видимо, надеются, может быть, до конца, до последнего, что ничего с ними не будет, все будет в порядке. Все равно человек же живет надеждой, особенно женщины почему-то, они вот до конца не верят. Но я еще такое слышал, что женщины, по сути, смерти не боятся, то есть у них другая, как бы, природная такая, что ли, суть. То есть они же жизнь несут, поэтому у них меньше страха. То есть они до последнего, как бы, вот когда уже там, ну все, там расстрел там, только тогда доходит, как бы. А так у них. Почему вот многие женщины, они как бы и держат же на самом деле мужиков-то типа, ой, куда, все нормально будет, там не надо никуда уезжать и так далее. Ну, то есть много таких людей, семей, таких историй. Поэтому, зная историю новейшую, вот с этими вот всеми ритуальными убийствами, нацистами и так далее, с Чеченской войной, просто удивляешься, насколько люди, получается, насколько люди, ну, как сказать, безалаберны, что ли. Даже не безалаберны, а как это сказать-то. Насколько люди легко относятся к угрозе, которая им грозит. Может быть, я думаю, ну, хотя Украина готовилась. Но, тем не менее, для многих, мне кажется, все равно было это открытие, что вот такая вот война начнется, что вот так вот все будет, вот так вот бомбить будут с градов там и так далее, прям по мирным городам. Понимаете, для людей, которые убеждены, которые для себя создали такую вот оправдывающую для них идеологию о том, что вот мы творим зло, но это зло типа для того, чтобы предотвратить еще большее зло, которые в конечном итоге ее придумали. Конечно, я думаю, они когда-то знали, что это все вранье, но сейчас и знают, наверное. Но теперь куда им деваться-то тоже? Они уже столько делов натворили, столько людей убили и как бы убивали поколениями, просто уничтожали. А что им теперь делать? Если они как бы отступят, то их всех судить будут просто-напросто. И все. И всех их как бы отцов, дедов и так далее. То есть, понимаете, здесь это зло так настолько далеко зашло, так глубоко, что так вот просто все это не может кончиться. Они-то до конца тоже пойдут. Понимаете? Вот в чем проблема. И может быть поэтому Запад и не хочет в эту всю историю влазить, как бы так по-серьезному, что ли. Но опять и его вынуждают, даже вот эти вот, ну, как говорят СМИ, 12 тысяч северокорейцев, но это все-таки уже третья сторона, да, в этом конфликте присутствует, в этой войне. Вот такие дела. Ну и
что сказать-то? В общем, на какую силу даже нам опереться, вот всем нашим народам? Как мы будем противостоять вот этим вот, во-первых, отморозкам, да, которые, ну, для них людей убивать это вообще будничная какая-то история, тем более не русских убивать это вообще. Потом люди, которые под прикрытием еще государства, ФСБ, там, МВД, которые просто будут смотреть, как резня будет идти. И наоборот, как сказать. Я еще думаю, для чего именно набираются именно вот такие вот, получается, как киллеры, террористы, бандиты. Наверное, люди в погонах все-таки будут бояться, что ли, сами совершать преступления. Ну, прямо открытые. Когда им приказ будут давать, ну, стрелять там на поражение. То есть они будут бояться, наверное, ответственности. А такие отморозки, скорее всего, они ничего не будут бояться. То есть для них, понимаете, у них мораль совсем другая. Они же там... Ну, самый последний мент, я думаю, он все равно боится ответственности. Они, конечно, тоже забивают людей там в отделах до смерти и все такое, но, наверное, они не специально хотят. Хотя я такое слышал, что они, ну, в зонах, по крайней мере, там специально позвоночники ломают и ждут, пока человек просто-напросто не умрет. И человек там мучается тоже какое-то время. То есть не сразу. Такие дела. То есть понимаете, какой масштаб вообще ужаса, мрака накрывал, и сейчас еще больше накрывает вот эту вот рашку, какое-то насилие, насколько... Я вот просто понимаю, с одной стороны, вот этих всех ватников. Просто они настолько сильно боятся, что единственный выход, который они видят, это просто тупо поддерживать и все. Лишь бы их не задело, не затронуло. И все. Они понимают, что ну, они не хотят просто сами жертвами становиться. То есть не хотят, чтобы их пришли, увезли, этот черный воронок там не мучили, не убили там в конце концов. Как этих там Мейерхольда, да, какого-то старика, сколько ему, 60 лет было, его же забили НКВДшники просто-напросто. Он там прославленный на весь мир театральный там режиссер и все такое, ни хрена подобного. Приехали, увезли этого старика, кинули в, как ее там, в тюрьму и избили, забили еще до смерти. Ну, мировая как бы театральная величина. А, хрен с ним, давайте, он там враг народа. Враг народа, блин, нашелся. Понимаете, какие люди там в руководстве? У них нету ничего вообще, никакой жалости, никакой эмпатии. Конечно, у них присутствует только страх. Страх и восстание. Что, помните этот фильм «Беспредел», когда этот кричал, там бежал, как его, Окунь, по-моему, зовут. Там, что там, мужики, кто честные, там что-то петухи восстали, что-то такое. Ну, когда этого повесился этот, как его там, революционер, эти мужики восстали, забили этих блатных-то. И один этот Окунь сбежал. Такие дела. Ну, вот такого они бунта, наверное, боятся, что рано или поздно, то... Почему они так сильно все-таки стараются давить, но не так сильно, как сказать. То есть давить, а потом чуть-чуть отшагивать на шажок. Типа, но все равно, получается, за ними как бы остается вот это вот, как сказать-то. Ну, то есть они хотят сделать шаг, делают сразу 2 шага. И на шаг типа назад отступают. Но шаг-то все равно они сделали. То есть ход за ними всегда остается. Ну, это касается там, допустим, как сказать, пенсионной, да, там темы. Они же это специально под чемпионат мира сделали. Там Олимпиада, да, войну начали. Ну, то есть всегда какое-то прикрытие себе делают, всегда что-то отступают, чуть-чуть. Но потом зато чуть-чуть, когда пройдет время, они начинают мстить людям, которые там что-то активничали. То есть с вот этими людьми, которые знают, что... И они всегда это знали, и знают, что им деваться некуда,
задний ход, как эта пропагандистка говорила, они дать не могут. Кто там, Симонян или кто там. Никуда они деться не могут, им только вперед. Никаких жертв среди мирного населения они признавать не будут, они скажут, это все террористы, экстремисты и так далее. Поэтому легко они любой народ могут опорочить. Сейчас украинцев, потом бурятов, потом, не знаю, чеченцев опять. Любой народ просто возьмут, скажут, они все террористы, экстремисты, все, их не жалко, их бомбить. Остальные что будут делать? Будут просто молчать, чтобы их не коснулось. Вот так и все и выстроено. И было выстроено всегда. Насколько будет эффективная поддержка Украины Западом и насколько хорошо будут санкции работать, вот это главное, конечно. Но а наш что делать-то? К сожалению, людей, которые возьмут сейчас и начнут вести блоги, рассказывать, участвовать в политической деятельности, их, к сожалению, мало и мало. И, ну, понимаете, вот многие, получается, кто уехал там в США, те же самые, да, ну, сходили там на несколько митингов для кейса своего, чтобы закрепить. Затем кто-то там просто грантами, грантоеды, кто-то просто боится. То есть якобы политубежище получили, но как только в территорию США перешли, все, для них вся история закончилась, они попали туда, куда хотели. Все, больше их, как сказать. Ну, они, как сказать, напоминают, вот как этот Узуевый был же, этот военнопленный. Ну, просто все, и ничего они не знают, ничего не хотят знать. То есть остальная судьба остального народа их не интересует. Я не могу сказать, что, знаете, я вот такой вот, как сказать, решил пострадать за весь народ. Но так как я уж раз занялся этой деятельностью кинорежиссерской, и самое интересное, вот почему я вот всегда думал, что, как сказать, надо все-таки это освещать. Короче, был один такой советский режиссер, и он, когда там, ну, щемили, тоже же, совки же всегда щемили этих, вот этот вот союз художников всяких, союз там режиссеров. Я такой прочитал про него, что он встал там и зарубился с Хрущевым или еще с кем-то, а сам он был фронтовик и так далее. Ну, то есть он такой мужик был просто, как сказать, бесстрашный, короче. То есть, ну, человек войну прошел. Ну, я думаю, он прекрасно понимал, что его свои могут тоже замесить. Но, тем не менее, он что-то из принципа встал, короче, и заэтался. То ли с Брежневым, то ли с Хрущевым. Скорее, с Хрущевым, наверное. И вот я всегда думал, вот какие люди бывают, надо вот, как бы сказать, ну, типа равняться и так далее. Но когда смотришь на всяких там Михалковых, да, и других деятелей, даже на этого Германа младшего, блин, как-то становится грустно, что, ну, многие люди, которых, ну, в мирной жизни, конечно, безусловно, ты уважаешь, думаешь, такие глыбы, но всегда еще решает, знаете, такой фактор, кто твои родители, какой у них там вес. Сам этот Сергей Михалков, понятно же, кто был, тоже штатный пропагандист, по большому счету. Ну и многое, что в этой стране, в Рашке, в смысле, передается именно по наследству и так далее. И, к сожалению, не все люди могут, да и пытаются идти против режима. Но, может быть, они очень много чего знают, того, чего не знаем мы. Но, безусловно, старший Алексей Герман, это хорошо, что он умер. То есть он, конечно, и старый был, и болел, и просто хорошо, короче, что он умер. Мы, по крайней мере, не знаем, как бы он себя повел сейчас. Главное, про Сталина снял этот фильм «Хрусталев машину», показал как бы все это.
Да и много других прекрасных фильмов снял. Вот такие вот дела. Ну, положение наше, я говорю, на самом деле, после вот этого просмотра фильма особенно, я говорю, понял, что в той Буче, вот говорят про псковских десантников, я вот в это поверил. Я понял, что оказывается много таких людей, без тормозов абсолютно, которые долго думать не будут, просто достанут ножи и будут резать, убивать и все, или там стволы. Ну и еще такое слышал, что на войне у людей в принципе теряется какое-то, не знаю, человеческое что-то. А в этой войне, видимо, ну что-то совсем с людьми, по крайней мере, с русской стороны, совсем плохо. Либо это что-то вылезло такое, не знаю. Ну, то, что всегда людей притесняют, давят, душат сколько столетий, да, вот это крепостное право, рабство. И вот эта вот звериная жестокость просыпается. Поэтому не знаю я, с учетом того, что вся эта история настолько затянулась, с освобождением Бурятии, ну, других республик. И то, что они такие превентивные меры принимают с, как бы сказать, ну, с созданием вот этой вот экстремистской, по сути, организации праворадикальной русской общины, ну, под видом того, что они там якобы борются с мигрантами и так далее. Но мы прекрасно видели, как в 90-е нулевые они боролись с мигрантами. То есть у них цель-то как бы одна осталась. На тот момент они их просто убивали каждый день. Ловили людей, забивали молотками, резали ножами. Сейчас вот их наследники, получается, это их духовные отцы, делают то же самое, по сути. Ну, либо, по крайней мере, готовятся к этому. Еще и вместе с сотрудниками. Да. И понимаете, вот как вам сказать-то? В этом ужасе, ну, мы же не можем бесконечно жить, согласитесь, вот в таком перманентном, знаете, кошмаре в каком-то. Ну, вот кто-то меня там пугает, вот там убьют или еще что-то, но если они, в принципе, решили весь наш народ истребить, да, то, как сказать-то, одним больше, одним меньше получается. То есть, какая наша тогда задача-то? Наша задача каким-то образом спастись. Вот это я тоже вот давно мне как-то в голову попало. А каким образом спастись? Только оградившись, только получив независимость. Если народ этот решил нас всех уничтожить, то там, они же будут это реализовывать. Какая разница-то? Ну, один там, допустим, убежал, загасился, замолчал. Ну, а что, остальные-то что? Остальные будут гасить. И у нас же там и родственники, и друзья, и все это живут, и что? Конечно, я не претендую на такого, знаете, как это там, как это была монашка-то эта, которая обо всех думала. Конечно, я не такой человек. Но просто руководствуясь здравым смыслом, логикой и ну, просто банальным каким-то, не знаю, расчетом, может быть, о том, что все равно это же наша земля, нам на ней жить, нам на ней выживать, и поэтому нам ну, нужно сохранить свою нацию, свой народ, не раствориться, не быть уничтоженными, не быть запытанными. То есть нам надо в конечном счете проявить силу, проявить характер и преодолеть все те проблемы, которые у нас есть. В частности, это вот потеря идентичности. Знаете, вот не говоря о нас, в тех странах, которые сейчас свободны, у них же там тоже огромные проблемы. То есть это вот даром не прошло, эта оккупация русская, советская. Ну, русская, короче. То есть, а мы-то так и не были свободны вообще, получается, в последнее время. Поэтому для нас-то это как бы еще вдвойне, втройне удар, по сути.
просто здесь я встречаю тоже некоторых людей, которые до сих пор как бы, которые особенно долго не были на родине, которые не представляют вообще, что там происходит и так далее. То есть они уехали в каких-то там 18-17 году и до сих пор здесь живут, нелегалят. И просто понятия не имеют, что там происходит. Ну, когда ты далеко, конечно, это же тебя не касается. Тебя лично никто там не заберет. Но, опять-таки, у нелегала судьба-то тоже такая. В любой момент могут поймать и депортировать, и все. А там уже повестка, фронт, мясорубка, и все. И кто знает, что будет. Такие дела. Ну, а если, то есть не если, а когда начнутся все эти процессы, то, ну, поверьте мне, вот эта вот русская община, которые наплодились по всем нашим республикам, ФСБ, они не будут сидеть просто ждать. Они сейчас уже превентивные меры, да, устраивают то, что открыли все эти, получается, свои филиалы, да. И вы представляете, кто их духовные наставники. Вот человека я показывал, который рассказывает, там, какой нож лучше подходит человека резать. Вот что плохо, понимаете? У них есть командный центр, у них есть цель, у них есть ресурсы, у них есть исполнители. А исполнители – это самые, скажем, отмороженные люди. У нас в этой сфере нет ничего. У нас вообще нет, во-первых, единства, понимания цели, нет ресурсов, нет, как сказать, исполнителей. Как это все делать? Понимаете, в любом случае организация же нужна. В этом огромная проблема, в этом еще вот я смотрю, там некоторые занимаются какой-то там про квир-активистов снимает. Я думаю, ё-моё, вы о чем вы вообще думаете? Что в голове? Или там просто сетуют, сидят, ой, как там все плохо, ой, какой Путин плохой, там, или еще что-то, да? Да что толку об этом думать-то? Надо думать о глобальном. Понятно, что плохой. Это, как сказать, уже это и давным-давно было понятно. В общем-то, положение на данный момент очень тяжелое. Единственное, что я думаю, ну а что делать? Надо сейчас заниматься просвещением, делать ролики. Кстати, вот закинули мне донаты, Байрла, Нахудут. Спасибо за поддержку. Ну, я в силу своих возможностей, по крайней мере, как я это вижу, буду стараться делать эти просвещающие ролики, как бы как-то показывать. Потом, что сделать с бурятскими ватниками, я не понимаю. Ну, это на самом деле от страха все идет. То есть, если бы человек не боялся, это, понимаете, какой-то такой внутренний, сильный, глубокий страх, который они не могут преодолеть, который они даже они не могут этого допустить, потому что, ну, как бы может все мировоззрение просто рухнуть. Ну, не только бурятские, имеется в виду в любой нации. Есть же какая-то часть, которые, ну, живут до сих пор вот этим всем. Понимаете, вот мир изменился навсегда, они этого не понимают. И сейчас как пойдет? Либо пойдет по той же ветке, что 1937 год, что оккупация, то есть опять геноцид всех наших народов, либо мы возьмем руки боят, короче, возьмем себя в руки и начнем уже задумываться. Ну, либо вот опять 1937 год и опять уменьшение численности и в конце концов вообще полное уничтожение. То есть другого для нас русский мир он никогда не готовил и не будет готовить. То есть это как бы целенаправленная многовековая политика такая на самом деле. Пока Рашка будет существовать в этом виде, пока она не развалится, она всегда будет все это делать. То есть всегда будет устраивать Украину, Чечню в любом регионе, в любой республике.
Ну, потому что это способ существования и выживания вот этой вот КГБшной, ФСБшной кодлы просто. По-другому они... Что они будут делать еще? Они же не могут существовать, когда мирное время. То есть зачем они тогда нужны будут? Нужны будут предприниматели, ученые, бизнесмены, там, не знаю, учителя. Ну, на первый, как бы сказать, план выйдут. А им это нужно разве? Они же не нужны будут обществу. А им нужно, чтобы мы в перманентном все время страхе, в перманентном ощущении ожидания войны жили, чтобы, как бы сказать, ну, как было бы мнение у людей. Ну, типа, ну, война же идет, да, там, или еще что-то. Вот Запад нас хочет захватить, поэтому надо не перечить, как бы, да, все такое. То есть надо, ну, как сказать, не мешать, в общем, да. Вот, там Путин работает, вот он спасает всех. Надо ему не перечить, не мешать ему, пусть он занимается. Он же как Сталин, там, вот этот весь бред, короче. И таким образом они просто, на самом деле, они же свои, в первую очередь, внутренние проблемы решают всем этим. Удержание власти, легитимность, ну и чтобы все рты заткнули. Но экономические проблемы они никуда не решат. И ну, они же там не умные люди, не какие-то там профессуры, доценты. Они не смогут экономические проблемы решить, проблемы изоляции. То есть единственный путь у них вот только радикализация и обострение ситуации, и все. Ну и война перманентная. Больше для них ничего, никакого варианта нет. Главное, чтобы эту очевидные вещи поняли наши все народы и начали как-то противостоять этому. Но это, знаете, вот я недавно слушал, можно изнутри на самом деле бороться, каким образом. Да, бурятский язык надо. Допустим, буряты между собой общаются на бурятском, как бы, ну, вот такое вот, создать зону вот этой вот отчужденности. То есть, что понятно будет, что мы как бы осознаем себя, идентифицируем как буряты, и по возможности максимально говорим на бурятском, соблюдаем наши традиции, не размываемся, наоборот, чтобы вот эти вот сволочи просто поняли, что мы едины, что мы не делимся там на западных, восточных и так далее. То есть мы готовы будем, если будут наших убивать, там вламливаться, вот это вот как в 1937 году, мы готовы будем отстаивать своих, вытаскивать. То есть они все равно, ну, могут они начать, как в Чечне войну, но все равно они же проиграли, по сути, чеченцам. То есть, по большому счету, как сказать, если мы будем едины, если мы объединимся, если мы будем четко осознавать, какая перед нами цель, и будем, как сказать, твердо стоять на своем, но они ничего не смогут сделать. А здесь, ну да, действительно, нужно, конечно, чтобы самоидентичность у людей проснулась. Вот что нужно. Другого варианта просто больше и нет. У нас тоже некуда отступать. Позади, ну не Москва точно, позади Улан-Батор. Такие дела. Поэтому, конечно, знаете, я вот думаю, как вообще, почему они такие идиоты? Это все от чего идет-то? Из-за недоверия же. Почему они вот это все делают-то с нами? Зачем они проводят постоянно геноциды, чистки эти? Зачем уничтожают? Зачем они хотят нас размыть? Зачем они хотят ассимилировать наш язык, культуру? Только потому, что они нам полностью не доверяют. Они боятся, что мы, если мы будем едины, если мы будем понимать, что мы буряты, или там саха, или калмыки, тувинцы, мы будем, как сказать, захотим отделиться, захотим припомнить, как бы, да, вот это вот, весь этот геноцид. Они нас пытаются уничтожать только потому, что очень сильно боятся. Боятся, ну и их тогда псевдоимперия, как бы недоимперия, тогда точно развалится. То есть у них не будет никаких ресурсов, не будет никаких возможностей. То есть
понимаете, это проблема же в них в первую очередь. Они не могут по-нормальному, по-хорошему разговаривать. Конечно, на самом деле мир-то состоит успех состоит в сотрудничестве, в взаимопонимании, в дружбе. И, конечно, было бы лучше на самом деле, да, если бы мы вот, как сказать, в составе вот этой вот рашки, мы, ну, типа, как бы под ее типа защитой, но мы при этом, как в США, да, обладаем там самостоятельностью, наш язык там развивается и так далее. Ну, то есть, когда у нас все хорошо. Но, зная историю, понимая, что они сейчас нам готовят, да, с вот этими вот русскими общинами, и вообще, понимая их все замыслы, ну, это же очевидно, что ну, никак не получится. Не получится никакой федерации хорошей. То есть, их главная цель, это вот, получается, ну, один Бог, одна вера, один народ. Этот народ русский. Там места другим нету. Только вот русские и все. Ну, как сказать, бурятский манкур тоже подойдет, который будет думать, что он русский. Но который, как сказать, будет просто идти, помирать за русский мир. И все. Такие нужны манкурты, безусловно. Ладно, читаю комментарии. И поэтому, вот почему я бурятский проект назвал, специально, видите, я там, мне же зависла трансляция на 15 минуте. Бурятский проект нам нужно создать это, ну, и имеется в виду вообще и Саха проект, Тувинский, Калмыцкий, любой другой башкирский проект. Нам нужно создать образ будущего, образ того, куда мы стремимся, что мы хотим, чтобы... Понимаете, у нас слишком очень давно нету никакого нашего национального проекта. У русских, кстати, тоже его нету. Они просто существуют вот по этому принципу, что нам все угрожают, нам надо защищаться, и все. Других у них вариантов будущего нет. У них всегда все только прошлое. Поэтому нам нужен образ будущего, образ, чему мы все хотим, чтобы мы, когда есть цель, тогда есть и понимание, кто ты, какие ты можешь силы приложить. Ну и будет понимание вообще, вот и проявится самоидентичность. Поэтому, конечно, бурятский проект он нужен. То есть я говорю, одной из наших всех задач, сфер задач, это спасение. Получается, как бы это ни звучало пафосно, но спасение всего человечества, по сути. Если мы от этого монстра спасем человечество, а каким образом? Только обретя независимость. Тогда у них не будет ресурсов на ведение войн. Вот наша как бы такая глобальная сфера задач. Ну и затем уже развитие своих народов, этносов, сотрудничество взаимовыгодное с другими народами, с тем же русским народом, просвещение этого народа. Все равно, коли они нашими соседями остаются, мы никуда, и тем более у нас, на нашей территории будут жить. Нам никуда от них не деться, и надо будет взаимодействовать, и надо будет их просвещать, что-то делать. Видимо, у нас вообще такая, как сказать, миссия какая-то, что ли, раз уж мы связались с ними, так получилось. Куда они денутся, в конце концов? А если у них постоянно будут такие вот какие-то царьки вылазить, какие-то диктаторы, это же вообще геморрой будет, проблема. Легче, знаете, начать, как сказать, искать диалог, начать сотрудничество какое-то, чем, знаете, вот просто как вот эти вот КГБшники придумали себе историю, никому не верят, замкнулись в этой всей, как называется, своей мистификацией, и все, и живут вот этим вот прошлым, живут созданием, как ее там, окруженной крепости, в общем так. Поэтому, ну, конечно, нужно стараться просвещать русский народ, чтобы какие-то демократические ценности им прививать и так далее. Ну, лучше так, чем, как сказать, перманентно, постоянно воевать, защищаться от них и так далее. Ну, это же сложно будет, согласитесь. Ладно, читаю комментарии. Да, комментариев неплохо написали, оказывается, за это время.
Кредитное убийство. Лучше ссылку кинем и посмотрим. Ну я же говорю, кредитное убийство просто в Ютубе наберите. Ультрасы русские, они всегда были на его. Ну да. Русский мир — это ужас, не считая насилия, бесправия. Ну, я, да, полностью согласен. Но надо решать наконец-то эту проблему. Так. Поэтому у нас больше никакого варианта, как только бороться за независимость. Ну да. Да, только независимость, восстановление идентичности, национальной школы и так далее. Ну да. Северокорейцы прибыли. Кстати, вот именно они там «Слава Руси», «Слава России» кричали, вот эти вот нацисты на этом фильме, когда голову отрезали дагестанцу. Так что тут такие комментарии пишите, вы просто понимаете, кто эти лозунги придумал, кто их кричал. Вы хотите ассоциироваться с людьми, которые головы режут, которые убивают каждый день людей? Я понимаю, ботам как бы пофигу, да, но смотрите, в чем проблема. Вот эти вот русские скинхеды, нацисты, они не только не русских убивали, они и русских тоже режут. То есть они одного заподозрили в чем-то и просто убили, угнали его, расчленили вообще. Потом какую-то девчонку тоже что-то они там... Ну, там, короче, знаете, такие люди, я не знаю, там, как сказать, если спишь, то надо как-то спать так, чтобы у тебя один глаз открыт был. Там такие отморозки просто, ну, я не знаю, просто маньяки какие-то. Поэтому, ну, так по большому счету, такие люди должны где-то в черном дельфине постоянно на ПМЖ там находиться, чтобы они там передвигались. Ну, вы видели, да, как там вот так вот на раскорячку. Другого они не заслуживают. Это же просто убийцы, отморозки. А они среди, получается, нашего населения спокойно ходят. Более того, они еще сейчас в фаворе государства. Ну, как сейчас опять, не опять основа, да, как говорится. Что вот после войны-то творилось тоже в Улан-Удэ? Этих, когда реабилитировали -то. Даже фильм на эту тему есть. Какого там, «Холодное лето 53», когда Сталин-то помер, амнистия была. В Улан-Удэ же тоже захлестнуло. Ну, в общем, знаете, мы по одному и тому же кругу ходим. Нам, чтобы наконец-то зажить нормально, хуншинди, да, надо, конечно, независимость обрести. У нас другого варианта, чтобы выжить, нету. А так нам придется все время вот это вот уменьшаться, растворяться и терпеть вот это вот насилие, терпеть это беспредел весь этот, терпеть вот этих вот... Почему они, знаете, ФСБшники-то все время этих выпускают зэков и так далее. Но они же близкие им, по идее, там, как бы классовые и так далее. То есть, там, что думаете, эти конторские лучше, что ли? Такие же маньяки, блин. Как людей мучают, они там пытают. Он у нас Бурятик какого-то русского мужичка к яйцам током мучили. Представьте. Ну, там, я не знаю, у людей вообще, на самом деле, очень страшные люди, которым все дозволено. Нужно, чтобы наша диаспора подняла деньги и могли финансировать бурятское сопротивление. Ну, это очень легко сказать, но представляете, какая у нас диаспора? Вы что думаете, она чем-то лучше, чем там в Бурятии, что ли? Тоже. Это же те же самые люди. Вы что думаете, многие люди уехали за границу и стали осознанными? Да ни хрена, они приехали и также живут в том же мире. В чем проблема-то, как сказать, идентичности? Она же сама по себе никуда не приходит. Этот человек должен задуматься, проанализировать, прорефлексировать свой жизненный путь, понять историю, культуру и так далее, и потом к этому прийти. А где люди? Не все же люди вот так вот могут. И вообще, чтобы идентичность, она прививалась, ее надо с детства, по большому счету, с детского садика, со школы и так далее, чтобы ты жил. Ну, вот как хангуки, да, живут, они с детства знают, чтят свои праздники, День независимости и так далее. А у нас-то что? У нас же все рашкинские праздники, то есть у нас вообще промывка мозгов конкретно идет. То есть вот это вот, чтобы у людей проснулось
самоидентичность, чтобы много, не спорю, людей богатых здесь с деньгами, но они не готовы никуда вкладываться. То есть они вот, не знаю, там спорт какой-то, еще что-то. Ну, какая-то херня. У вас тут народ убивает на войне, да, спорт надо заниматься или еще что-то. Ну, я имею в виду, всякие организовывают всякие там эти, как их там, турниры какие-то, еще что-то там. Что-то такое. Но с другой стороны, может быть, и надо, но надо-то делать национальные тогда уж, борьбу, там еще что-то, чтобы исконное что-то было. Ну, явно там, как сказать, не европейские, короче. Ну, поэтому я не знаю. Надеяться на то, что здесь они сами как-то... Надо, конечно, но... Ну как, это тоже не так просто. Ну, короче, я хочу еще мысль сказать, что от нас все самих зависит на самом-то деле. От каждого. То есть, знаете, это легко сказать на самом деле. Вот надо, чтобы там за границей. Надо, да, безусловно, я не спорю. Надо, чтобы здесь наши собрались. Но они не собираются, не знаю, не хотят ничего. Каждый живет в своем мирке, ему удобно. Они... Есть возможность до сих пор деньги отправлять, менять и рубли туда отправлять. Ну, то есть они живут вот просто своими проблемами и все. Я думаю, каким-то триггером, наверное, станет какая-то большая проблема там все-таки. Без этого, видимо, нам все равно очень сложно будет. К сожалению, вот сегодня я комментарий почитал. Действительно, мы живем именно запоздалой реакцией на события. То есть что-то происходит. Ну вот, смотрите, я блог с чего начал? С того, что... Ну, тоже поздно, на самом деле, очень поздно проснулся. С того, что война началась, то, что гробы начали приходить, и то, что мобилизация началась. И даже не удалось митинг в Монголии собрать. Ну, то есть, я вообще позже узнал, я говорю же, вот, этот чувак сам же писал, Пурбот, что вот, типа, хотели митинг сделать, но, типа, мне эти... Ну, типа, ему сказали... менты, что не надо и так далее, типа все, типа слил, короче, митинг. А видите, любой митинг, любое массовое такое дело, оно все равно народ-то пробуждает на самом деле. Сливать митинги не надо, несмотря на риски, несмотря на это. Ну, это же как бы сплочение народа в любом случае. И видите, где-то, когда такое массовое событие происходит, все же узнают об этом, типа, о, а чё, почему? Даже всякие ватники. Чё, а как так? Почему Рашка все время скрывает данные о потерях, там, сколько там бурят убиты и так далее, других народов? Ну, для того, чтобы не было повода для какого-то возмущения массового и так далее. Такие вот дела. Понимаете, видите, они, получается, так как у них есть идеология своя, да, ну, преступные, конечно, но она, по крайней мере, есть. Есть ресурсы, есть подчиненные. Но им все намного проще. Получается, мы-то, как сказать, не имея никакой организации, самоорганизации, нам, получается, все время приходится как-то медленно реагировать и просто разводить руками, типа, ой, как все плохо. Ну, всем понятно, что плохо, но никто никаких решений-то не предлагает. Вот такие вот дела получаются. Баир, это не прекратится, пока мы находимся в составе. Русский понимает только язык силы. Ну да, Сэмбэ, нам и буряты стали манкуртами, к сожалению, отвергаем все бурятское, все русское ставим выше, даже Сульде своего рода, выше веры. Ну, это бурятский Навальный. Ну, не дай бог, с Навальным себя сравнивать точно не хочу. Ну, не потому, что его там убили в тюрьме, а потому, что вся его работа была какая-то фикция вообще. Ну, я так считаю. Сегодня я как раз, или когда там слушал видео про всю эту русскую оппозицию, что все это вообще фикция. То есть никогда они не боролись по-настоящему за власть, никогда ну, что-то серьезного не делали. То есть всякие эти расследования там про коррупцию. То есть если бы я сейчас сидел и делал расследование про коррупцию там Цыденова или еще кого-то, ну кому бы это было интересно, что-то такое. Зачем это вообще? Нужна работа диаспор, чтобы демократический мир стал оказывать помощь как Украине. Ну да, я согласен, полностью согласен.
Но, знаете, на самом деле конторы там тоже не дураки сидят, они тоже препятствуют этому. То есть, как вам сказать, всякие телеграм-каналы и так далее, там все равно сидят все. Ну, давайте будем реалистами. Что думаете, там конторские не сидят, что ли? Не пишут какие-то комментарии, не организовывают их, не создают эти чаты и так далее. Конечно, а когда начинается какой-то вопрос, они начинают сразу писать: ой, здесь не место для политики, здесь место для общения. А где место для политики? И типа пишут: вот создайте свой чат, и там будете общаться. Ну, мы же понимаем, кто создал эти чаты. Или кто, как сказать, негласно руководит большими чатами. Они по-любому не дадут тебе там, тебя просто быстренько забанят, удалят. И еще начнут там несколько человек одновременно писать, что типа, ой, провокатор, еще что-то. Ну, в моем, видите, я вот сейчас, видите, так как настолько засветился, мне уже сложно, как сказать, не, как сказать, какую-то такую, типа, медленную работу делать, по сути. Ну, так как слишком далеко зашел, можно так сказать. Ну, конечно, все равно, по крайней мере, мне же никто не может запретить снимать фильмы на бурятскую тему, ну, даже которые не затрагивают что-то делать по бурятской культуре, даже то, что не затрагивает войну, там, еще что-то. То есть, таким образом я все равно буду способствовать как бы развитию самоидентичности. Просто это будет очень медленный процесс, на самом деле. Ну, видите, чтобы что-то серьезное, достойное снять, нужно, сами понимаете, средства, нужно время, нужны ресурсы. А от наших бурят как деньги получить, когда все деньги у тех, кто на самом деле, кого контролирует режим, они же не могут, может быть, и хотели бы, но не могут просто мне деньги дать, просто потому что, ну, как сказать, за ними тоже как бы контроль. То есть, как они ко мне на связь там выйдут или еще что-то. Ну, или не только ко мне вообще, в принципе. То есть, здесь, видите, они, по сути, ну, как, понимают же все это дело, на самом деле, в конторе-то. Они пытаются вот всеми силами как бы оградить и так далее, чтобы не было вот этого вот. Ну, на самом деле, ну, если по их логике и вообще, в принципе, на самом деле они все верно делают, раз у них такая задача стоит. Учительница бурятского, посмотрев на своего ученика, говорящего на бурятском на интервью, с испугом поправляет его на русском языке. Внутри сидит мангат, который говорит: «Эй, будь манкуртом». Сэмбэна из Бруклина. Сэмбэна. Бурятия будет формироваться на основе бурятской повстанческой армии. Ну, хорошо бы, конечно, но чтобы повстанческую армию создать, надо, во-первых, надо сперва организационный центр, потом деньги нужны, чтобы собрать всех этих людей, как сказать, они же, ну, немножко это нужна идея, во-первых. Самое главное — это идея. Остальное потом. Это остальное как бы приложится. Главное, чтобы эту идею разделяли большинство людей, наших бурят, ну и других народов. То есть в других республиках, понятно, там свои будут активисты и так далее. То есть, ну, они же и не будут воспринимать меня, допустим, там, Саха не будет же меня воспринимать как своего там лидера какого-то и так далее. То есть, конечно, мы можем создать общее какое-то, как сказать-то, общее какое-то правительство, да, и так далее. Но все равно каждый народ захочет по-своему как бы развиваться. У каждого свой проект будет. Конечно, мы все должны понимать, что мы должны будем в будущем активно сотрудничать и во всех вообще сферах. Спортивной, культурной, военной. Но это без этого тоже никак. Совместные тренировки, учения и так далее. То есть сплачивать все равно надо народы, чтобы было такое единение, объединение. В общем, так.
Дальше слово у нас не идет. К сожалению, молодежь тоже хотят быть рядом с Магат даже в качестве ураба. Ну, потому что нет, я говорю, бурятского проекта. Нет вообще проекта никакого. У Рашки тоже проекта нет. Но у них сейчас на данный момент пока есть какие-то ресурсы и так далее. У них, конечно, в первую очередь, у них проблемы именно с тем, куда вообще идти вперед. Они идут только назад. Понимаете, в философии, когда ты в оккупированной сидишь этой обложенной как ее там крепости, да, когда все враги и ты ее должен защищать, у тебя и не может быть никакого проекта будущего. А куда? Ты же должен типа сохранить то, что есть. От этого и начинается, получается, вот это вот торможение, да, застывание. А как? Ничего нового и не может быть в такой философии, в такой вообще картине мира. Они же типа сберегают, сохраняют, то есть они не развиваются. То есть им главное сохранить, ну якобы. Это сама концепция просто и требует именно заморозки, требует именно этого, как называли, брежневский застоя требует. Конечно. Вот вспомните, как в 90-е, что взрыв-то был, то есть когда наконец-то дали свободу. Какие были клипы, помните? Все такие какие-то ядовитые цвета, там какие-то фиолетовые, розовые, все такое, прям очень цветное, то есть, ну, как бы можно сказать, олиповатое, да, слишком вульгарное, но просто того требовало то время, то есть сколько можно было сидеть в этой серости, в этой затхлости, да, когда все закрыто, то есть вот народу дали немножко воздуха, и вот оно. Причем тогда, вот этим вот, ну, если к этим всем ЛГБТ возвращаться, не было никакого там предрассудков, да, по этому поводу. Шура там спокойно пел, Оскар пел. Ну, и они, в общем-то, и не скрывались. Кто там это, Тату, да, спокойно было. То есть, Тату, такая группа, которая, наоборот, в Европе их как бы не везде разрешали, потому что на тот момент в Европе сильно этого не было вообще всего. ЛГБТ-движение и так далее. То есть они, наоборот, как бы там первопроходцами были. Что удивительно, да? Сейчас. Ставьте лайки, делитесь трансляцией в соцсетях, продвигайте Баира, настоящего бурята-патриота. Ну, блин, я вот не люблю такие эти, знаете, настоящий бурят-патриот. Да, блин, простой вообще на самом деле. Обычный бурят. Вот и все. Единственное просто то, что образование получил, наверное, и вот начитался вот этих вот романтических книжек про всяких там героев и так далее. Может, зря начитался, да. Надо было сидеть, как все тихонько, да, и что-то ждать. Но опять, не знаю. Короче, я уже влез в эту каталку, и все. Теперь уже деваться некуда. Знаете, вот, как сказать, мне кажется, вот прямо кто вот такие патриоты, это, наверное, кто, знаете, вот реактивные, наверное, люди, что ли. Я-то на самом деле много думаю об этом, прежде чем что-то начать делать. Поэтому, как сказать, ну, не люблю я вот эти всякие высказывания, там, патриот или еще что-то. Люди в бурятских деревнях живут в иллюзиях советского кинофильма, считают, что быть бурятом – это стрёмно, откоррещиваться от бурятского. Ну, да, вот надо с этим что-то делать. Русские заходят в стрим, пытаются отвести от борьбы за свободу и независимость Рашки. Но они еще, кстати, и роняют этот, видите, было 500 зрителей, стало 96. Есть народ России, народ Украины. Так, что-то. Народ России нету, есть русские отдельно, есть эти. Был шанс что-то создать свое после развала царского режима, но мы не воспользовались. Ну как, почему? Пытались, конечно, но надо бы узнать, вот что делал на самом деле Бурнацком. Но все равно их же всех потом убили, расстреляли. То есть, конечно, пытались. Но там, я так понял, слишком много было движений.
То есть надо было единое создать. У нас вот поделилось оно по какому-то там, как сказать, земляческому какому-то принципу, как раз таки именно. Поэтому я вот это вот не поддерживаю, когда начинается вот каждый за свое тянет, там вот мы отдельно будем или еще что-то. Ну, эта штука не работает. То есть все буряты должны объединиться в любом случае. Там засунуть свое эго подальше и все. Потом в культурные, там, спортивные вот эти все вещи, там все тук, как сказать, поднять все. А сейчас как бы не до этого на самом деле. Какой смысл-то там так делиться, до каждого дома дойдет в конце концов. Сперва там район, потом деревня, в деревне улица, в улице дом, да, вот типа вот я самый крутой, да. Ничего хорошего этого не приведет. В конце концов, все, один народ, язык, по сути, один, все понимают друг друга. Не надо вот это вот устраивать. Я там западный, восточный, там хангодр, там хори, хирит и так далее, да. Булагат. Вот надо от этого как-то избавиться, я не знаю. У русских только стандартная реакция, как будто они боты. России необходимо денацифицировать. Ну да. У моей тети погиб сын там, и знаете, что тетя говорит, зато герой деньгами помог. Ну, а что она скажет-то? Она же не скажет, что зря он пошел и умер там. Как ей жить-то тогда будет самой? Ей надо для себя оправдание тоже найти. Это вот как раз мотивация человека. Она просто не признает это, и все. Может, где-то в глубине души она все это понимает, но она не может это признать. Тогда надо будет искать кого-то. То есть, смотрите, они поэтому и винят украинцев в том, что вот якобы они такие плохие, вот из-за них тот-то умер и так далее. И легче винить тех, кто где-то далеко и до кого ты не дотянешься, да, ну, грубо говоря. Ну, кто-то, конечно, идет типа мстить там, еще что-то. Но если начать выстраивать логическую как бы цепочку, в конце концов, ты же понимаешь, что ты сам виноват во всем, во многом. В том, что допускал то, что пенсионную реформу, ничего не делал, допускал то, что вырубку леса на Байкале. Ну, все это допускал, ты всегда смирялся с этим. И ты до того ты смирялся, что правительство Рашки решило войну организовать. И тоже никто не сопротивляется. На самом деле мы сами во всем виноваты. В том, что сейчас происходит, никто не виноват, кроме нас самих. Но это же сложно признать. Ну, конечно, вообще все граждане России, по сути. Ну, отдельно, понятное дело, это если рассматривать именно этот консенсус всего гражданского этого общества. Всех граждан. Но отдельно еще надо взять историю о том, что мы-то вообще не добровольно присоединились. Нас, в общем-то, и не допускают ни голосованием и так далее. То есть мы еще оккупированы. То есть, понимаете, мы же не сможем просто настолько повлиять на весь глобально русский народ, что они резко так очнутся, опомнятся, да, и типа федерация сохранится, Путин ушел, и все, прекрасно, Россия будущего наступила. Но этого не будет никогда. Шанс у всех народов, причем даже и у русского, это вот при распаде Рашки, и все. Да, конечно, они лишатся полностью амбиций своих. То есть, и еще история начнет догонять. То есть, все припомнят им, ну, я думаю, силового не будет. Будет просто именно всплытие фактов о том, что вот, а вы, оказывается, добра-то никому и не несли никогда. Не было никакой у вас там миссии никогда. Вы просто были оккупанты, да и все, и прикрывались этим. Поэтому вот так, ну, русскому народу, конечно, будет, наверное, сложнее всех в этой истории. То есть не наверное, а точно. Так, 8 лет опять началось. А вы где были, когда, сколько там,
300 лет назад Бурятию оккупировали, когда русские оккупанты бурятов убивали. Почему ничего не делали? Тоже можно так сказать. В России были нацисты, есть до сих пор столько народу погибло от скинхедов. Согласен. В царское время гнобили налогами. Ну, не только налогами, там тоже рейды всякие устраивали. В советское время поубивали всех умных, богатых репрессировали, а потом на войну отправили больше всех. Вот вам и малая численность в наше время. Согласен абсолютно. Автор, один из главных националистов, на стриме призывал всех русских из Бурятии выгонять. Я никогда не говорил, что надо выгонять, право голоса лишать. Я говорил про то, что те, кто останутся, у них будет как бы статус определенный. Ну, по моему мнению. Опять-таки, я же не диктатор какой-то, как я постановил, типа, все так и будет. Моя точка зрения такая, что надо как в странах Балтии. То есть, есть граждане, есть неграждане. То есть, неграждане не могут голосовать, там еще какие-то у них ограничения. Ну, в общем-то, и все. То есть, с чем логика связана? С тем, что придя к власти какой-нибудь там русский управленец, допустим, объявит референдум о присоединении к Рашке, да, типа, вот, мы там хотим с Рашкой объединиться, или там заявит, что русских притесняет, или еще что-то. Ну, хотя, конечно, Рашки там и не надо никаких поводов, они сами все придумают. Но вообще в целом такая логика. Ну и, естественно, он не даст, этот глава, чтобы государственный язык был бурятский и так далее. То есть моя логика в том, что Бурятией должны управлять все-таки титульный народ, по сути. Вот так. Ну, конечно, не будет никаких там притеснений, также и других народов имеется в виду. Ну, это все решаемо и так далее. Все, никаких проблем не будет. Понятное дело, что среди русского народа, местного в Бурятии, тоже должен вопрос подняться о том, как взаимодействовать с бурятами. Ну, они должны, конечно, будут признать то, что явились как оккупанты и как понаехавшие. И я думаю, договориться всегда можно. Но касательно политических таких вещей здесь должны быть принципиальные какие-то вещи. Ну, это во всех республиках, по сути. Они будут придумать идеологии для своей борьбы за захват мира. До этого был коммунизм, теперь консерватизм. Да, какая идеология-то там? У них вообще проблемы. Я думаю, на самом-то деле, они будут... Вот было бы, знаете, как идеально. От экономического кризиса начнет политический кризис, начнет штормить, и вот эти вот все террористы, они просто не смогут реализовать свой потенциал, имеется в виду все эти русские общины. Потому что у них все равно руководство идет из Москвы. Они самостоятельно никаких решений принимать не будут. Ну, потому что они будут бояться ответственности. Если Москва решает, если Москва отправляет приказ, значит, отвечает в конце концов москвичей. Ну, тот, кто дает приказ, тот и отвечает, по сути. Ну, хотя и тот, кто исполняет, он тоже отвечает. Ну, вот эту вот логику. А если он берет на себя ответственность, что-то делает, то спрос-то и с него будет. В первую очередь с Москвы. А потом еще и от нас. Поэтому... начнется там катавасия в Москве, начнутся проблемы, начнется там дележка денег и так далее. И в этот момент начнутся все события во всех республиках. Вот это, конечно, идеальный вариант. А не так, что, знаете, события начинаются, а Рашка еще, как бы сказать, в Москве еще там как-то все типа нормально. Тогда вот это сложно будет, конечно. Главное эту голову срубить, короче. Вот эту горгону эту. Там клев, где в словах национализм был, были высказывания мысли о том, как избавиться от навязывания русской культуры, которая пытается насильно ассимилировать. Да она... Это вообще не культура, а именно политика государства. Она и никогда и не менялась.
Они же, вот я говорю, они просто нас очень сильно боятся. Они захватили, оккупировали, уничтожали, и они просто боятся, что все это правда всплывет, и придется репарации платить, вообще придется вот это все признать, что вот они геноцидили, этнические чистки убивали, устраивали, придется за все отвечать. Кто хочет отвечать за это говно? Они не хотят. Они тем более видят какие тенденции на Западе, как они говорят там, ну, БЛМ и так далее. Ну, сами же видите, что на Западе происходит. Они признают все это дело, а эти-то вообще не хотят ничего признавать. Это получается, они из роли каких-то богоносного народа, с которыми Бог, там, русские вперед, получается, они ничем не лучше других оккупантов, ничем не лучше тех же фашистов, потому что вместе Польшу оккупировали. Тогда что, в чем величие? Величия не было никогда. А что было? Было крепостное право, было оккупация, геноцид, все. Что, где, кого победили? Ничего, никакой героической истории нет. Все, приплыли, приехали. И что из этого делать? Нужно выбираться, нужно платить репарации, то есть нужно переосмысливать свою историю. Кому надо? Никому не надо. Русскому народу имеется в виду. Ни власти, ни народу самому. Но без вот этого дела никогда они с места не сдвинутся. И они вот так и будут сидеть, как баран на новые ворота. Если они не начнут вот эти все процессы, признания собственной истории. Ну, как бы сказать, ну, сколько веревочки не виться, конец все равно придет. Можно, конечно, отрицать правду, реальность, и жить в этой выдуманной реальности. Но сколько может это продолжаться? Почему Рашка все время отстает? Именно из-за вот этого вот своего бэкграунда, своей истории. А в ней нету места, я говорю, вперед. Есть только... Они живут, осажденная крепость. Все только сохраняем и все. Поэтому от постановки задачи такие результаты получаются. Зачем им что-то развивать? Зачем в ученых вкладываться? Зачем им в образование? У них же и так все хорошо. У них, в принципе, по их идеологии, по их представлениям, и так все самое лучшее. Все на Западе, все плохое, все там медицина, все. Вот у них всех лучше. Олимпиада им не нужна, они сами свои какие-то игры проведут. Потому что, типа, у них лучше. Вот такие дела. Я каждый день объяснял в ВК, что СВО это плохо, там гибнет народ, который за мир, а правительство убивает народ своими указами. Ради земель и побед решили поиграть в войнушку. Ну, ВК лучше там ничего не писать. Потому что там быстренько найдут ФСБшники и там уголовное дело заведут. Русские выгоняют мигрантов, выгоняют мусульман, иные культуры. Это нормально. Ты хоть в курсе геополитики России, что 180 народов с разными языками, культурой, религией. Что же ты молчишь про 1000 убитых русских, убитых ни за что? Это имеется в виду про Вторую мировую. Но виновато правительство Советского Союза, то, что бросали тысячами, просто сотнями тысяч на хорошо укрепленные дзоты немецкие. То есть, кроме русских, здесь никто и не виноват на самом деле. Сами бросали на эту войну. Русские борьбу за свободу и будущего своего народа называют национализмом. Интернационализм, в их понимании, это только чтобы где было только для русских, и русские были самыми главными господами. Ну да. Без ресурсов регионов Москва помойка. Ну да, там получится у них вообще полный крах и развал. Для людей, которые вот привыкли, как эти ФСБшники, просто... Ну, по сути, это же паразиты. Они ничего не создают, ничего не делают. Наоборот, народ эксплуатируют, придумывают всякие страшилки, из народа деньги тянут. Ну, по сути, вот так происходит. А видите, когда в ситуации, когда как бы они нахер не нужны будут, потому что денег-то не будет, там лишних вообще денег вообще не будет. Кто их будет содержать-то? Как сказать. Сейчас, ладно, они там ресурсы воруют, а потом откуда они будут деньги брать? Заставлять всех работать? Ну, разве что вот так вот в рабство новое, в крепостное загнать. Не знаю, мне кажется, уже не получится. И поэтому они просто, знаете, вот как это называется-то? Когда человек эволюционирует, и там
Не, ладно, это не тот пример. Короче, они потом просто-напросто не нужны будут. Люди от них откажутся и все. Вот смотрите, почему в Южной Корее все развивается, делается. У них нет ресурсов, и у них даже диктатор их понял, что ставку надо делать только на развитие. И он вот эти вот начал вкладываться в эти, как их, промышленные эти чеболи. То есть тут же все, несколько корпораций, по сути, рулит. Samsung, LG и так далее. Но они реально работают, что-то делают. А просто, знаете, если ты вот сядешь и начнешь коррупцией заниматься, тут все быстренько просто схлопнется, захлопнется, потому что нет никаких природных ресурсов, продавать нечего. Тут поэтому и нужно производство, все делать. То есть, видите, вражки, если такая история начнется, то зачем им все это надо будет истории там про величие и так далее. Работать надо будет, некогда будет сидеть там, репу чесать. Сегодня я еще сейчас я просто ржал, когда прочитал этот комментарий. Там группа есть, короче, корейская. И там один написал комментарий такой. Вот просто я хочу сказать о мировоззрении, да, людей. Вот типа получил типа Дживан он статус и как сказать, написал так: после получения Дживан положена ли мне государственная страховка и типа где ее брать? Еще знаете, мне хотелось, чтобы он приписал типа на кого жаловаться, если что. То есть люди, понимаете, привыкли, что за них все решают. Типа он получил какой-то статус, какую-то бумажку, и все, ему тут же положено. Так и написал положено, да, то есть типа, как сказать, какие-то госорганы там пойдут ему страховку делать, какие-то соцвыплаты и так далее, да, то есть, как сказать, сесть на шею государства, которое будет какие-то копейки платить, да, тебе, и это, ну, типа, государство за него все будет решать. И если что-то не будет делать, он пойдет в какие-то органы там жаловаться. Типа. Ну, я сразу понял, наверное, с Рашки человек. То есть привык, что за него все государство решает, что вот что-то там положено, кому жаловаться и так далее. Надо объединяться всем нерусским против русского фашизма. Они всем обрыдли, нужно встречаться, обсудить пути. Ну да. ООН опроверг все зверства России. Что за вранье? Нет, конечно, никто не опроверг. Так. Скинхеды. Это нацисты. От командира зависит, если разрешено, то будут убивать и детей, и орков, похоже, разрешено. Ну, смотрите, не зря же созданы именно вот эти русская община и такой бэкграунд у них, да, Славянский Союз и так далее, вот эти вот свастики фашистские, убийства ритуальные, отрезание головы и так далее. Ну, то есть они же очень ярко себя проявили. И сейчас это вот их как бы правопреемники, получается, наследники тех нацистов. Ну, и я думаю, в руководстве сидят именно вот эти вот люди, которые тогда действовали. Ну, согласитесь, точно не зря эти люди. Зачем-то они нужны. Ну, они как боевой какой-то будет, дополнительная какая-то боевая сила, короче, боевые единицы. Ну, не просто так их. По-любому они сейчас где-то тренируются на каких-нибудь там полигонах, с оружия стреляют, тактические какие-то действия, какие-нибудь провокации готовят. Ну, то есть они точно не просто так сидят сейчас. Ну, а вы сами подумайте, если у вас вся политика настроена на то, чтобы и есть высокая вероятность того, что начнется распад Советского Союза 2.0, они сейчас, они, ну, винят же Запад, винят там Горбачева, винят, то есть они всех винят, кроме самих себя. То есть то, что экономическое, просто это было, ну, как бы положение было экономическое, вообще из-за экономики рухнул совок. Сейчас тоже на те же самые грабли они наступают, но при этом они думают, что кто-то другой виноват, кроме них. Ну, это вот отрицание своей собственной как бы вины во всем. Сами себя дискредитировали благодаря их действиям, благодаря тому, что они начали войну
наложили на них санкции, и вот опять у них Запад виноват. Ну, в общем, идиоты. Мать Тереза, ну да, точно. Никто, община это никто, эти марши никто, может Бастрыкин тоже никто, Путин первый националист в стране тоже никто. Ты принимаешь это за естество, но это неадекватно. Ну да. Поэтому я говорю, все очень опасно для нас. Но что я удивлен, что даже в независимой стране, в Казахстане, тоже русская община существует. И тоже там такие же нацисты. То есть даже они туда на экспорт отправляют. Ну, по-любому, наверное, и в других странах тоже есть. Значит, эти спящие, ну, не спящие ячейки, готовящиеся к провокациям, к экстремизму, к этим. Наверное, из русской общины, в которой в прошлый раз был Виноградов из общины, который не смог доказать, что он не нацист, и община не нацисты, он ни разу не смог ничего противопоставить. Ну да. Нужно встречаться, всем собираться небольшими группами, быть в курсе событий, настанет час, мы создадим свое государство. Ну да. Что там, включи логику, вспомни про веточку и веник. Но это как раз вот про нас и делается. На всех бурятов, всех другие народы, всех разделили именно. Только видите, это якобы про Рашку все говорится. Но это именно про наши народы. И русские это все и делают. Разделяют и властвуют все наши народы. Кроме них других оккупантов просто нет. На самом деле. Кто еще оккупировал нашу территорию? Только русские, и все. Ребята со СВО придут с боевым опытом, возможно, они будут переворачивать игру. Блин, надеюсь, что так, но надо посмотреть, какие у них вообще взгляды. Ну, с другой стороны, это действительно какая-то реальная сила, на которую надо опереться. Но опять-таки, мне кажется, их специально там и утилизируют именно для этой цели. Тех, кто согласился, тех, кто, как бы сказать, ну, тоже... Ну, понимаете, смотрите, вот, кто уехал за границу? Те люди, которые поняли, что какого хера они вообще пойдут воевать за русский мир? За тех людей, кто их геноцидит. А те, кто повелся, те, кто такие реактивные, кто не думает, они все пошли на войну. И когда они вернутся, и когда им скажут, ребята, вот такая вот история, да, мы как бы свое государство строим, потому что вот мы в оккупации жили. А если они, допустим, ну не если они соглашаются, но там же тоже, смотрите, в конторе же не дураки сидят. Они же понимают, что мы-то тоже на них рассчитываем. То есть мы на них рассчитываем. Так они для этого их мясные штурмы и бросают, всех наших бурятов, сахаров, тувинцев. Для чего они и отправляют всех нас туда на войну? Чтобы как можно меньше мужиков осталось, чтобы одни женщины остались. В общем, и все. А потом заместить. Туда пришлют опять каких-нибудь там русских рабочих, да и все, растворять. А что женщинам делать? Как сказать, все равно какого-то за другого мужика выйдут замуж, да и все. Ну вот как бурятки за Халха выходили же замуж. Ну всех убили просто там. Вот, которые в Монголии ушли. А что им делать? Женщины одни остались. Всех бурят, всех мужиков почти убили. Вот реально они взяли и почти всех убили. Тут то же самое происходит. У них, как сказать, методички-то ничего не меняется. Они всех наших мужиков, ну, какая-то маленькая часть уехала, а остальные на фронт отправляются. То есть никаких мыслей о том, что вот наш народ гибнет, у них как-то не возникает. Вот они идут спасать русский мир. Почему-то русские Ваньки сидят дома, и нахер им этот русский мир не сдался. А вот Бадма должен идти за русский мир воевать с Цыренкой. Да. И не возникает мысли-то у Бадмы, да, что
А что это русский Ванька дома сидит, а я его защищаю? Он еще, как сказать, кричит там русские вперед, что там русские с нами Бог и так далее. А я должен идти и на войне защищать, да, ну типа защищать, оккупировать Украину. А эти будут ходить по улицам и кричать русские вперед. И еще, как сказать, и других нерусских еще убивать. Ну это же абсурд на самом деле. Ну согласитесь, это полный абсурд. Такого быть не может, чтобы не русский защищал национализм тех людей, которые нас убивают. Не национализм даже, а нацизм. Это вообще настолько абсурдная ситуация. Я вот как сценарист, наверное, не смог бы даже это все придумать. И вряд ли какой-то сценарист бы придумал. Но вот в жизни такое бывает. Ну, это, конечно, не смешно, это страшно, на самом деле. Представляете, люди свою кровь проливают за то, чтобы нас же уничтожали, вот этот вот русский мир. Это насколько это вот идиотство-то, да? Согласитесь? Это полное идиотство вообще. Украина есть бурятский батальон, может стать основой национальной армии. По-моему, нету. Мангадуды, Улдахах, Рыктем, она не так казара. Путин единственный человек в России, который не отвечает за свои ошибки. Не, все ФСБшники, МВДшники, никто не отвечает. Ни Цыденов, никто вообще. Все чиновники, все менты, никто не отвечает. Потому что мусора, судьи, они должны были бы посадить Путина сразу же, как только он... Ну, они давно его должны были посадить, но за развязывание войны тоже. Это же агрессивный... Сколько там, 18 лет или сколько? Давно должен уже на нарах сидеть, в самой Рашке причем. Откуда у русского родина, когда нету исторической земли, нету культуры, будет кричать «Я русский, всему миру назло». Мангат корын толюр бална, сак бол хавайна тихидын хейруге улдыхым мангадуды. Хейруге. Некоторые слова я, к сожалению, не знаю. Так в целом смысл понял. Да, мангадуд тахин шалтамок ярежевайна. Шалтамок. Сидят в холоде-голоде, хотя давно могли бы уехать в теплое Подмосковье, где живут их сородичи, села, которые заброшены, и землю не спахиваются. Амар Мандеахатунр. Капицы говорил, что в России власть людям, они дали культ насилия, они превратились в зверей. Вот поэтому для русских нацизм нормой стал, а для манкуртов такое положение естественным положением. Ну да. Ну, страх. Крепостное право, рабство, все на страхе основано. На страхе подчинения. Что думаете, что-то изменилось, что ли, с тех времен? Ни хрена. Я рада, что есть адекватные буряты. Слава Украине. Бурят дар бышекты мытхызон. Та бурядут кыты амидаржавейна вот. Али хари гурын гаранхэ вот. Ну, по-разному здесь. Кто-то здесь, кто-то там. Русские еще устроят из него в Сибири. Ну, нежелательно, на самом деле. Нам бы, конечно, избежать всего этого. Именно кровопролития. Именно терактов от этих ультранацистов. Но, смотрите, у них идеология, видите. Они же вот будут думать, как эти, как им внушат. Вот до них бы достучаться, сказать бы им, все это вранье. Но они, видите, они же верят в эту херню все. Что вот там Запад хочет напасть. Ну там, знаете, там люди-то, согласитесь, не особо же умные. Кто какой нормальный русский там будет. Они, нормальные русские, тоже в основном уехали все. Ну и то они, конечно, остались этими, как их там зовут, имперцами. Но, по крайней мере, они вот в такие русские общины не пойдут. Ну, это кто идет-то, во-первых, националистические организации, они же понимают, что там что-то не в порядке. Это же идут в основном такой народ, как сказать, ну, как вот эти вот рассуждают, каким ножом лучше не русских убивать. Поэтому до них достучаться тяжело будет.
Самое главное, они понимают, что раз государство эту тему затеяло, значит, они под контролем конторы, значит, их никто не тронет. Вот в чем их. Конечно, они будут бояться правосудия, если бы это не государственная тема была. А так-то что им? Видите, что печально, плохо, то что это получается государственный террор. Вот в чем проблема. А если ты будешь противостоять ему, то ты, получается, типа против государства прешь. То есть у государства есть монополия на насилие. Вот в чем проблема. Еще и геноцидная. Ну, конечно, в таком случае любой народ имеет право на восстание, но, видите, мы же якобы там в составе этой рашки находимся, и тем более народ зомбирован. Вот в чем проблема-то. То есть люди не могут воспользоваться своими правами на восстание, на, как сказать, на какую-то достойную жизнь и так далее, потому что все же наоборот, все же прикрывается какими-то там хорошими словами и так далее, типа с нацизмом борются и так далее. Хотя на самом деле творят жуткие вещи. Русским невыгодна резня. Да ну нахрен. А в Украине что происходит? Что это такое-то? Это натуральная резня, это натуральный геноцид украинского народа. Сколько их там умирает? За что вы их вообще убиваете? Как это русским невыгодна резня? Конечно, выгодно. Бышекшит. Что за бышекшит-то? Бурят Харегурындыгут. Зачем тебе это уточнение? Не надо, как сказать, люди соблюдают анонимность в сети. Не надо здесь их там что-то интересоваться. Так. Нужно работать с людьми. Половина русских сама ненавидит Россию. Ну, я согласен. Говорите с друг другом, просвещайтесь, занимайтесь спортом, приобретайте оружие, учитесь стрелять, выдвигайте лидеров своих групп. Мы должны быть готовы защитить свою землю, сами себя. Да. Мане Газар Паин БДНД Юж Хртенугди. Русские настолько обнаглели, что борьбу за свой народ называют предательством. Для них белое это черное, черное это белое. Ну, понимаете, для них нашего народа вообще нет. Вот в чем проблема. Они этого не понимают на самом деле. То есть для них есть вот русский народ и все. И типа они же вот пишут для них на Западе, то есть, как сказать, на самом деле наоборот вражки. Типа вот мы все русские, только мы, как сказать, какие-то там стосортные. То есть, ну по сути-то мы не Русь все равно для них. Но типа, но прав у нас все равно никаких не может быть. Вот поэтому они отрицают. Они же отрицают даже идентичность украинцев, такого большого народа. Чего о нас говорить? Путин это объявляет, все хавают. То есть вот нет никаких украинцев. Я же давно об этом говорю. Они то же самое про нас скажут. Да нет никаких бурят. Вот есть какие-то плохие русские. И все, их надо наказать. Давайте бомбить Улан-Удэ. Я работал с такими бурятами в море, они как маленькие дети вообще не вникают. А страх это. Самурая нет цели, есть только путь. Буряты должны обрести независимость. Да, согласен полностью. Поэтому, видите, раз они отрицают нашу идентичность, поэтому им кажется, как типа мы, кто это такие, которые хотят еще отсоединиться. У них просто это в голове не укладывается. Типа, ну они же не люди, они же, как сказать, какие-то не руси, не настоящие люди. Это, понимаете, на самом деле это чистой воды фашизм, шовинизм. Типа в их голове как они могут хотеть независимости, если они типа никто. То есть у них же вот первая реакция такая, типа мы же их завоевали, мы же их ассимилировали, типа вот русскому языку их, да, там принудили
к русской вот этой вот культуре. Почему они что-то хотят, типа такого. Вот у них такая вот как бы несовпадение, типа такого. Ну, то есть это, как сказать, модно сейчас это вот абьюзерские отношения, короче. Типа, вот абьюзеры не понимают свою жертву. Вот мы как бы в положении жертвы, а не в положении абьюзера. Но, видите, надо фары врубать этому абьюзеру-то. По-другому не получится просто. Пусть они сколько угодно думают про то, что у нас нет своей идентичности или еще чего-то, но реальность-то другая совсем. Вон, они же про украинцев тоже так думали. Типа, это какие-то не такие русские. Ну вот, они им показали, какие они не такие русские. Если начнется суета в Бурятии, то Монголия выступит в защиту бурят, мировое сообщество обратит внимание, окажут помощь. Надеюсь. Ну, пока Монголия что-то, честно говоря, моросит маленько. Еще Путина принимает. Всем нерусским салам алейкум. Пора объединяться в нерусскую общину. Да, согласен. Гадут уланды со олумбаяна тихидын уланды хотады дэн хркте тихидын мангадут эгет. Игыт. Япха. Немножко... Ну, я понял смысл. Просто... Ну, лучше бы у нас латиница была, на самом деле. У кого у нас... Так... Власти Рязанской области не выплатят гробовые русской вдове, потому что ее муж погиб в Курской области, которая не считается зоной СВО. Русские неисправимы в нацизме. Но, видите, у них уже просто как-то вот так им внушили вот этот вот миф о величии, о том, что у нас нет идентичности. Вот мы типа все русские, только не русские, но типа русские. Ну, короче, вот какая-то такая бредовая история. Поэтому они и не думают. Поэтому и вот я говорю, поэтому они задаются вопросом, а как они хотят независимости? Что за херня, типа такому не бывать. Похороним рашизм. Конечно, они всех убивают, даже староверы их боятся, и после них все моют, выкидывают. Настолько это фашисты оскотинили. Надо всем нерусским обмениваться информацией, действовать скоординированно, одновременно, ни в коем случае не ездить на подавление национальной освободительной войны. Ну да. Их только международным трибуналом судить, иначе не поймут. Ребята, силы России в единстве народов. Конечно, нет. Это все мифы, все это ерунда полная. Никакого единства никогда не было. Была оккупационная рашка. Но это же просто ясно, как белый день. Это факты, это история, это факты. Другого слова просто не скажешь. Какой силы единства в народах? Все это хрень полная для того, чтобы проводить свою... Они как будут говорить? Вот сила народов в единстве, видите, он что-то баламутит, а вот мы с русскими, мы один народ, и вот мы сейчас начнем, как сказать, геноцид, мы начнем сейчас репрессии, но мы будем наказывать, как сказать, тех, кто действительно виноват, да? В 1937 году кто там был действительно виноват? Надуманные дела какие-то уничтожили там кучу народу ни за что, ни про что. Нужно объявить бурятское правительство в изгнании, заключить мир с Украиной, обязательства по репарациям, договоры взаимной помощи с развитыми демократическими государствами. Ну да, хорошо бы. Среди них тоже могут быть ФСБшники, даже среди бурятской диаспоры. Конечно. Я даже предполагаю, кто. Исходя из бюджета на 25-й год, за 2 дня войны можно газифицировать все Забайкалье. Так. На глаза просто разжигание межнациональной розни, сепаратисты, какая независимость. Вот видите, как пишет, какая независимость еще для нерусских.
все на войне умирают, и татары, и башкиры, и русские, и одни буряты там воюют. В том-то и дело, что вообще не должны никто. Если русские так хотят воевать, то без наших ресурсов, без наших территорий, без наших людей, вот что-то там свое там по сусекам скребите и на свои воюйте. Хотя этого не будет, конечно. Турлыкшит, халыкшит харыкте. Вот это я вообще не понял, что это. Либо так, я просто слова, походу, такие не знаю. Турлыкшит, халыкшит, харыкте, вот понимаю. Какая межнациональная рознь? Русские живут на своей исконно русской территории, буряты на своей. Но в том-то и дело, что вот исконно русской земли никто не знает, где она находится. Я думаю, это московские болота, но это на самом деле земля этих, как их там, Макшаны, вот эти все. Вообще, откуда русские пришли и где их земля, вот это вот большой вопрос. То есть это какой-то народ, то ли эти викинги их пригнали откуда-то, то ли еще что-то. Вот это вот какая-то, короче, история, тоже скрытая за 7 печатями. Но потом мы, я думаю, узнаем. Но в итоге они, видите, вот занялись такой оккупацией глобальной после того, как монголы их консолидировали. Ну, началось-то все в Москве. Московия потом вот этот Новгород оккупировала. То есть новгородцы это же по сути не, ну как бы может русские или хрен знает. Но у них там свое государство было. По большому счету, ну сейчас они, наверное, все смешались, но так-то это тоже там, как сказать, там у них противоречий-то еще больше у русских между собой. Мане араттахынтырет харюаважа шадахагышып. Вы за свой русский язык воюете, русский мир, другие народы, буряты, причем их язык вообще под запретом. Так, ладно, я, наверное, буду заканчивать, потому что я что-то уже опять под 2 часа. Как Красноярск, как тогда обоснуешь объявление о вакансиях в аренде жилья, формулировки только для славян, равные права. В Татарстане запретили народную церемонию, русский марш не запрещен. Русских назвал русскими Сталин в 1924 году, аксиома. Нужно обрести хоть какую-то субъектность, чтобы встречаться и говорить с иностранными лидерами, как это делают навальнисты. Ну да, согласен. Я просто, видите, изначально не ставил для себя задачу, что буду заниматься политикой, а именно вот ведением блога. Ну, я не знаю, честно говоря, заниматься стоит этим или нет, насколько это вообще получится. Ну и это тоже такой серьезный шаг, на самом деле. Я же всегда, ну я просто вот связан как бы с медиа, поэтому и занимаюсь этим. В этом, в политике самому участвовать я даже не знаю. Родут яга тыры инын шанара абахаю тырыдын. Блин! Что-то не могу понять некоторые слова. Так, за нахуй идут. Наверное, на сегодня все. 1:50 уже. За байрла. Подписка ты, комментарий бышек ты, лайки ты, вик ты. За нахуй идут. Дахину затра. Байрте.